Ассаламу алейкум, хурматли милләттәштәр, хамагадуфтар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях наша любимая, дорогая Айгуль Леон, которая у нас была уже много раз в гостях, и еще, надеюсь, Аллах верхе будет много раз еще. Айгуль, салям. Сәлем Русланды караусы, хөрмәт итүсе һәм уның каналына язылып, комментарийлар язып турусы әүдем тамашачылар. Здравствуйте, друзья. Да, Айгуль правильно сказала. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, если вы согласны или не согласны, пишите о вашей позиции. Помогайте с распространением данного видео, так все больше людей узнают о наших идеях, которые мы здесь продвигаем. Сегодня мы будем говорить о наболевшей теме, которую мы неоднократно обсуждали, но я думаю, что ее нужно обсуждать и обсуждать до тех пор, пока эта тема перестанет быть проблемной, как минимум. Сегодня мы будем говорить о башкирском языке в очередной раз, потому что есть поводы, и почему не говорить? Почему бы не поговорить, потому я считаю, что положение языка нашего не улучшается, только ухудшается с каждым разом. Об этом надо говорить, об этом надо в набат бить, как говорится. И Айгуль у нас в совершенстве владеет башкирским языком, татарским языком, окончила филологический университет в Казани на журналиста и владеет в совершенстве татарским языком, как я сказал. Поэтому ей эта тема очень близка. К тому же она, напомню всем, что является омбудсменом башкирского народа, избранным омбудсменом, и ведет деятельность, правозащитную деятельность по защите прав и интересов не только башкирского народа, но и всех жителей Республики Башкортостан на международном уровне. Если есть какие-то проблемы, если есть у вас какие-то темы, которые бы вы хотели осветить, обсудить, пожалуйста, присылайте. Есть Инстаграм, в Телеграме есть канал омбудсмена, есть сайт, есть почта. Я ссылка здесь в описании оставлю ссылку на сайт и на канал. И там вы можете писать о своих проблемах. Потому что о проблемах сегодня в России говорить невозможно. Сразу затыкает рот, чуть что сажают. Мы можем рассказать о ваших проблемах. Мало того, мы можем поднять их на международный уровень. Айгуль, расскажи, пожалуйста, вот если коротко о своей вот этой деятельности, прежде чем мы перейдем вообще к языку по омбудсмену. Да, как уже Руслан сказал, у нас есть сайт, есть у нас телеграм-канал. В телеграм-канале работает бот. С ним можно общаться анонимно. И также можно о своих проблемах или правонарушениях можно написать на сайте тоже анонимно, поэтому не стоит бояться. Если нужно дать огласке проблему, обязательно надо обращаться, иначе это как бы остается на своей территории только. Об этом никто не узнает и никто не сможет помочь. А если мы дадим огласки, это значит, может появиться пути решения, как бы в общем. Поэтому бояться не нужно, можно писать, отправить обязательно. Если при желании можно, говорю же, вот анонимно можно. Я поддержу Айгуль, потому что я уже много лет занимаюсь правозащитной деятельностью, общественной деятельностью. И будучи, когда был в организации Кукбуры и в организации Башкорт, я удостоверился лично, что если тему замалчивать, проблему замалчивать, то власти наглеют. Власти наглеют и продолжают в том же духе или еще хуже даже. Что власти, что правоохранительные органы. Если о теме говорить, кричать, обсуждать, вообще поднимать эту проблему, власти начинают прислушиваться, начинают, по крайней мере, как-то действовать более осторожно и аккуратнее. Мало того, мы знаем, что общественный резонанс спасает жизни. Помним, был, не знаю, напомнишь ты, не напомнишь, фамилия, сейчас я не вспомню, наверное, был такой журналист, которого в Москве подкинули ему наркотики. И вот буквально там несколько лет назад. И
общественный резонанс вот спас его, в принципе, там, когда люди начали выходить с одиночными пикетами, там в интернете шум поднялся, его просто спасли. Вот. Ну ладно, мы перейдем к языку тогда, к нашей проблеме языка. Айгуль, смотри, в последнее время, ну, мы все прекрасно понимаем, что положение нашего языка, башкирского языка, в очень печальном положении, и с каждым разом все хуже и хуже. Молодежь все больше и больше разговаривает только на русском языке. И то, что о чем мы говорим постоянно в своих передачах, в различных рилсах и так далее, сегодня об этом начали говорить в Республике Башкортостан более открыто. Мы помним вот этот вот промежуток времени, когда проблема башкирского языка очень сильно поднимала общественность башкирская, когда в 2017 году Путин сказал, что нельзя изучать неродные, там, детям неродные языки, потом начались прокурорские проверки, потом языки отменили указом из Москвы. И там был общественный резонанс, шум, помним, вот Башкорт тогда проводил митинг, более 3000 человек вышло. Что тогда нам кричали чиновники? Они кричали нам тогда, чиновники, вот эти вот провластные общественные деятели, я помню, вот Эльвира Айткулова тогда нам кричала, что никаких проблем не будет, сейчас нам выделят деньги, все, мы будем их, надо изучать дома язык, но помимо этого мы будем сейчас вот с помощью денег, там, искусственный интернет, там, искусственный интеллект и так далее, там, какие-то будем сайты, какие-то игры для детей, там, больше будет мультфильмов, больше фильмов на башкирском языке. Они нас убеждали, что вот все, вот как бы давайте переходить вот на этот вот уровень, как бы, да, без обучения в школе, но вот сами двигаться. Что дальше мы видим? Ну, вот на твой взгляд, как ты считаешь, скажем, вот то, что они нам декларировали и обещали, исполнилось ли? Ну, изначально надо, наверное, Руслан, понять нужно, что убийство вот этих коренных языков – это московская политика, которая спускается из Москвы. После прихода к власти Путина начался сначала процесс маленькими шагами, а потом снежный ком увеличивается, и каждый раз народ больше в шоке, чем противостоять этому снежному кому, которому в принципе уже невозможно противостоять. Когда выгнали языки из школ, уже понятно было, что вот вычеркнули наши языки из жизни. Они пытаются просто убить в данное время, добить, грубо говоря. Если языки, допустим, останутся там в каких-то глухих деревнях, они, получается, вот эти носители, которые в данное время разговаривают на этом или том другом языке, они физически умрут в скором времени. Все-таки человек не живет больше 80-90 лет. А новое поколение уже, если не будет знать, считай, уже языка нету. Поэтому я смотрю на это, как это московская политика российской власти, да, и они работают постепенно над этим. И у меня совершенно нету обвиняйте в этом, допустим, Курултай, Башкир, невозможно, потому что они интегрированные во власть, а власть, как мы видим, ничего не может делать против Москвы. Как ее? Айткулова Эльвира, да? Она сама русскоязычная, она сама не говорит по-башкирски. У нее дети, значит, тоже не будут разговаривать по-башкирски. Поэтому на их родителях язык у них уже умер. Но есть еще такие родители, как молодежь вот сейчас, которые, проживая за пределами Башкортостана, они учат своих детей башкирскому языку, возвращаются в Башкортостан и видят вот эту жизнь без языка, да, башкирскую, в какую жизнь ты вкладываешь, так ты учишь упорно ребенка на этом языке, и потом возвращаешься в Башкортостан, получается, а он никому не нужен, оказывается, никто не разговаривает. Ну, Вот это через вот ты 15 лет свой опыт рассказываешь, да? я вот хотела сказать, что получается, то, что я прожила, пережила 10-15 лет назад, да, они сейчас поняли это. Я тогда била набат, не могла понять, почему так. Тогда еще язык-то в школах не был запрещен. И то мало кто разговаривал на башкирском языке. У меня ребенок, рожденный в Америке от американца, разговаривает на башкирском,
А тамошние дети все разговаривают на русском. Общего языка нет у них. У меня ребенок плачет, говорит, с кем мне разговаривать, с кем мне играть. Вот эту боль надо пережить, наверное, чтобы понять, насколько в плохом статусе наш язык. Вот одним прочерком пера вычеркнули язык из школ. Что это значит? Это значит, языка не будет. Школа нам дает писать, читать, слушать, говорить, а семья дает только говорить. Если дети не умеют писать и читать, значит, они не будут на этом языке разговаривать. Ты на кухне много не дашь. Без чтения книг языка нету. Согласен. Дома можно передать только бытовой уровень языка, Да? который составляет 30% от всего языка. Остальные 70% это все остальное. Вот это название животных, это название птиц, это название, я не знаю, планет на башкирском языке, это какие-то географические названия, это экономические названия и так далее, и так далее. Это огромный вообще пласт, который вот ребенок не изучает дома. Да плюс к тому же дома просто у родителей нету времени сидеть, заниматься с детьми, то есть невозможно его научить писать, действительно, невозможно заставить его читать. Если ребенка у самого нету любви к чтению, то в школе его заставляют через приказ, в приказном порядке, через там поощрение, наказание, то есть, да, оценки, ну вот это все оценками, да, называется. То есть его заставляют читать. И он в любом случае читает и совершенствует свой язык. Он читает там различную классическую нашу башкирскую литературу, там Мажиты Гафури, Шейзада Бабичу, там, да, Зайна Бишеву и так далее, и так далее. То есть Мустая Карима, Рами Гарипова. Дома он не будет этого читать. Человек сейчас, тем более, когда сейчас есть телефоны. Все целыми днями в телефоне. Поэтому действительно школа, без школы язык погибает. И вот я продолжу как бы то, о чем ты говорила. То, что мы говорили о том, что вот без школы никак, что языку осталось там условно 30-50 лет нашему, об этом сейчас начала говорить молодежь. Башкирская молодежь, общественные деятели. Вот буквально мы знаем буквально недавно, то есть поднял эту тему достаточно так широко, очень много комментариев было. Алтынай Валитов. Да, он сейчас сам живет, конечно же, за пределами России. Но эту тему он поднимает, и она действительно вызвала большой общественный резонанс. Очень много было там комментариев различных. Были там комментарии как за, так и против. Говорили, что никакой проблемы нету, никакой язык не умирает, все у нас хорошо. Другие говорили, что да, действительно все плохо. Потом вот недавно еще дальше пошел, поднял тему известный певец, шоумен Азамат Нокта, такой известный. Он тоже, он сказал, что точнее вынес вердикт нашему языку. Он сказал, что язык наш умер, его нету, все. И есть какие-то остаточные явления, там, как говорится, судорожные. Вот. И его на данный момент в будущем можно будет только возродить. То есть сейчас его как-то поддерживать и развивать невозможно, потому что он умер, его нету. Согласна ли ты с ним? Я его как человека понимаю. Вот он увидел эту ситуацию, я за ним слежу, да. Получается, я подписана и смотрю его каждое видео, каждый рилс, поэтому видела постепенно. Они вернулись в Башкортостан, ездили по деревням, и после этого он выдает вот этот свой знаменитый пост. Значит, он вот действительно разочарован во всем этом, что язык действительно не используется. Он, проживая за пределами республики, он надеется, что он вернется на колыбель вот эту языковой, да, а он вернулся и нету языка. У него разочарование. Но потом потихонечку переборят, я надеюсь, и они и так работают на популяризацию языка. Недавно только у них там встреча была тоже с другими шоуменами. Все это на башкирском языке, разговаривают, там веселятся. Неплохо, неплохо. Вот такие работы должны идти, что у него канал, например, чисто на башкирском языке, и к нему подписываются люди, которые либо чуть-чуть знают башкирский, либо знают башкирский.
А там немало подписчиков. Это не русские, может быть, татары подписываются, все-таки понятно же языки. Поэтому надежда вот на них, кто сегодня детей своих выращивает в башкирской среде башкирским языком. Ам, Но, опять-таки, мы без государственной помощи не сможем проделать, чтобы возродить язык, чтобы вернуть в школы, вернуть в университеты, какие-то учебные заведения, садики открывать, да, детские садики. Опять-таки, это нужна уже помощь финансирования государства, без этого никак. Хотя спокойно можно было бы открыть в республике там за спонсорские деньги какой-то интернат, например, кто хочет обучать своих детей на башкирском языке. Вот, Но не позволяют же это делать. вот смотри, Частные школы могли бы открыться. буквально несколько лет назад, когда я еще был в Башкортостане, и шли споры о башкирском языке, у меня даже были дебаты, я помню, на башкирском языке вел тогда Андрей Пытылицын эти дебаты. Вот нам говорили, мол, что вы переживаете за свой язык, если вы хотите его изучать, вы должны изучать его, во-первых, в семье, во-вторых, вы должны, ну, если хотите спасти свой язык, создавайте там частные садики, частные школы. Вот. И я тогда как бы возмущался, спорил с ними и говорил, что вы что, издеваетесь, да, вот мы в своей собственной республике Башкортостан, где башкирский язык является государственным языком, мы должны, где мы платим налоги, в принципе, и налоги эти идут на образование в том числе, и мы должны за эти деньги, собственно, даже не за эти деньги будут уходить куда-то на изучение русского дополнительного языка, то есть, да, расширение сферы русского языка, а мы, башкиры, должны как бы за свои собственные деньги там открывать частные садики, частные школы и там. Но в итоге я прихожу к тому, что действительно сейчас вот, ну, как бы по-другому уже все никак. И действительно получается так, что нас государство своей же собственной республике вынуждает делать так, чтобы мы, пытаясь спасти свой язык, в итоге вынуждены открывать частные детские сады. Вот я знаю, что есть частные детские башкирские сады, вот, и я тоже смотрю рилсы, там все на башкирском языке, дети в совершенстве на башкирском языке рассказывают. А есть же имитация башкирских детских садов, где вроде бы башкирский детский сад официально, туда детей отдают, а там все на русском языке разговаривают. И с ними даже нянечка и воспитательница на русском языке разговаривают. То есть, какой это башкирский язык? Там наоборот, дети, знающие башкирский язык, приходят туда и теряют свой язык. Вот. Но вот ты правильно заметил, что вот они ведут свои передачи, все совершенственно на башкирском языке. Но также я бы хотел заметить, что вот на сегодняшний момент все национальные диаспоры, национальные диаспоры из России, которые созданы в разных различных организациях. Есть организации, которые просто культурного типа, есть организации, которые занимаются политикой, как мы, у которых есть цели там, да, достичь того, чтобы Башкортостан стал независимым государством. Но и мы знаем, что 21 республика, национальная республика в Российской Федерации. Помимо этих 21 республики множество народов. Но ни у кого нету, я заметил, ни одного такого проекта, какой есть у нас. У нас, я с гордостью хочу сказать, что есть передача на башкирском языке у Комитета Башкирского национального движения на канале, на башкирскоязычном канале под названием Ильсы Гайса. И уже вышло 50 передач на этом, только башкирский язык. Сав башкирца гуляшаляр бед урыт худы кушмайнса. На экономические темы, на политические темы, на IT-технологии. Вот Айгуль – это человек, который эту передачу начала и с упорством продолжает. И за что я хочу тебе сказать большое спасибо. Айгуль, расскажи, откуда у тебя столько терпения и почему ты вообще пришла к этому, решила? Ну, вот хочу сказать, знаешь, что есть. Некоторые недели бывает, что слишком устаешь, а записываемся мы по моему времени в 8 вечера. А это 11 ночи у Руслана Сулейманова и 5 утра у Ишмурата, да? И у меня вечером начинается вот это, может, не будем записываться сегодня, может, ребята сами запишутся, что-то мне не очень хочется сегодня. И потом вспоминаю, что сейчас Ишмурат проснется,
Руслан после тяжелого рабочего дня, он еще вот держится, да, не спит. Некоторые дни он пропустил из-за того, что он лег, заснул и не смог проснуться. Я вот это вспоминаю, думаю, ну нельзя мне подводить, ребят, давай, 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 давай. И вот таким образом записываемся, разговариваем. Но мне повезло просто с коллегами, вот соратниками, да, что Руслан, что Ишмрат имеют очень красивый башкирский язык. И не только это, они же еще имеют тонкий ум, вот с кем интересно действительно разговаривать и кого слушать. Критическое мышление имеют. Да, да, да. Вот поэтому я считаю, что мне просто повезло с нашими соратниками, что у нас в комитете вот такие умные, эрудированные ребята. Кстати, Поэтому, я напомню, что собеседники с Айгуль — это Ишмурат Хайбулин и Руслан Сулейманов. Айгуль у нас с Миякинского района, это центр Башкортостана. Ишмурат Хайбулин с Учелинского района, а Руслан Сулейманов с Абзелиловского района. И вот все в совершенстве говорят на башкирском языке, еще раз говорю, на различные темы. Поэтому подписывайтесь, тоже поставлю ссылку в описании. Подписывайтесь, смотрите, очень интересно. Каждую неделю обсуждаются темы, которые произошли в Республике Башкортостан, в мире. Вообще обсуждается, как я сказал, еще раз, и разные острые темы, в том числе и экономические. Я думаю, что многие башкиры, наверное, забыли, как вообще выглядит речь на башкирском языке об экономике. Вот можете услышать. Потому что сегодня, я вижу, что вот, действительно, там какие-то шутки, какие-то есть рилсы, там действительно шуточные темы на башкирском языке, это, конечно, хорошо, но серьезных передач каких-то их особо и не встретишь. То, что есть на БСТ, но их практически никто не смотрит. Я вот смотрю там, вообще само БСТ никто не смотрит, а в Ютубе в записи я смотрю там 2 просмотра, 5 просмотров, самые лучшие, может быть, 100 просмотров набирают. Вот. Так что... кстати, Руслан, пользуясь моментом и случаем, надо, наверное, вот сказать, что нам очень не хватает волонтеров, монтажеров со знанием башкирского языка, которые могли бы помочь распространять эти видео часовые. У нас же мы сейчас записываемся, но было бы очень хорошо, если бы из этих видео кто-то мог вырезать какие-то моменты Рилсы. и делать рилсы. Вот это тоже привело бы к популяризации башкирского языка, потому что на многие темы действительно на башкирском языке никто не говорит то, что мы говорим. Поэтому если там будут волонтеры, какой-нибудь человек там решил выделить час в неделю именно для нашего комитета в работе, в распространении рилсов, мне кажется, мы будем очень-очень благодарны. Да, если что, пишите мне, я свяжу с Айгуль и там, дальше договоримся. Дальше я хотел такую тему. Вот у нас последние дни прошла новость о том, что... Так, сейчас я эту тему найду. Мне очень самому она меня, если честно, взбесила вообще эта тема. Почему я сейчас скажу. Вот. Москва собирается обратиться в Международный суд ООН, поскольку страны Прибалтики отказываются прекратить политику ущемления прав русских. Попытки России урегулировать разногласия путем переговоров с Латвией, Литвой и Эстонией оказались безрезультативными, заявили известием в МИД РФ. Власти республик последовательно запрещают использование русского языка, переписывают историю и преследуют несогласных. В частности, в январе к 10 годам заключения был приговорен правозащитник Алексей Гапоненко. Эксперты считают, что рассмотрение жалобы РФ в Международном суде ООН может занять годы, однако привлечет мировое внимание к этой проблеме. Я у себя даже на канале написал коротко, возмутившись этим. Я вот сразу коротко сейчас обозначу свою позицию, потом Айгуль передам слово. Я проживаю в Литве. В Литве это вот одна из стран, которая обвиняет Россию в дискриминации русских. Никакой дискриминации в Литве русского языка и вообще русских нету. Мало того, есть русские детские сады, есть русские школы. Помимо русских школ и русских детских садов есть украинские школы, украинские детские сады, белорусские, польские. Все на своем собственном языке, идет образование полностью до 11 класса. Единственное, там у них условие, что экзамен они сдают на литовском языке. Поэтому с детского сада уже в русских школах, в
польских школах, белорусских, украинских начинают изучать дети литовский язык. Постепенно, постепенно наращивая объем изучения литовского языка, они к 11 классу в совершенстве разговаривают на литовском языке и поэтому могут сдавать экзамены на литовском языке. И выходят они уже, помимо этого, они очень хорошо изучают английский язык, и люди выходят оттуда двух-трехязычными. Представим, вот поляк, он, во-первых, на своем польском языке получает образование, он знает литовский язык государственный, он знает английский язык. И русский язык также там очень хорошо распространен, и никаких проблем. Есть, мало того, вот, ну, там сайты на русском языке, передачи есть на телевидении на русском языке, целые каналы есть на русском языке. Мало того, вот просто банковское приложение, у меня есть, да, литовский банк, банковское приложение, которое есть на русском языке. Есть 3, там литовский, английский, русский. Можешь выбрать любой и, пожалуйста, пользуйся. Специально делают для нас, о каком ущемлении вообще может идти речь. Для меня это просто, я считаю, что это очередной повод напасть на страну, чтобы там вот вновь все испоганить, убить, уничтожить и просто захватить ее. Айгуль, ты что скажешь по этому поводу? Ну, это и Киев для легенды, кощунство, я бы сказала, да, Двуличие. когда двуличие, кощунство, да. Ам, Убивая наши языки по территории России, попытаться навязаться вот это с дракой странам Балтии, ну, это, я бы сказала, Россия показывает свой характер, который не характер даже, а попытку вот именно навязать новую войну, мне кажется, потому что из-за языка всего это типа в Украине они замутили, в итоге перебили всех, и русских в том числе. Больше всех пострадали русские. Да, 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 русские регионы, поэтому, ну, я была в Литве, да, я помню, я же дважды прилетала уже к вам в гости, поэтому, да, никаких проблем нету, действительно, молодежь, особенно вот вызываешь Uber, например, да, такси, вроде бы фамилия, имя русское, а мы с ним на английском разговариваем, потом как-то узнаем у друга, что мы оба говорим по-русски, начинается уже на русском языке разговор. Они родились, выросли в Литве, на территории Литвы, да, знают прекрасно действительно и свой язык, и литовский, и английский. Английский вполне хороший, кстати, хорошего уровня, неплохого, вот я бы сказала. Поэтому там нету проблемы, а Москва, мне кажется, просто чешет там, где не чешется, и пытается найти проблему, или просто вот докопаться до стран Балтии, чтобы начать новую войну. Ты вот правильно заметил про лицемерие. Вот это вот лицемерие, двуличие вообще, оно, конечно, поражает. В то время как у нас в национальных республиках нету языка, вообще изучения языка в школах, обучения, точнее, на языках нету. Есть изучение языка 1 час в неделю. 1 час в неделю. Я когда вот у себя выложил в Фейсбуке и в Телеграме, пишут в комментариях, а что вы там, что-то придумываешь, что у вас там в национальных республиках, национальные школы, там вы изучаете. Я говорю, нет, нету. И люди удивляются, да, говорит, не может быть такого. В Чечне, говорит, даже нету, что ли? Я говорю, нету. Ни в Чечне, ни в Якутии, ни в Татарстане, ни в Башкортостане, нигде нету школ на сегодняшний момент на родном языке обучения, на государственном языке вот этом коренного народа. Нету. Есть максимум, есть национальной школы, где некоторые предметы изучаются на родных языках. Ну вот литература, сам башкирский язык. Есть у нас национальная школа, там гимназия имени Рами Гарипова, допустим. Но сейчас уже все точные предметы все изучаются только на русском языке. Какие-то IT-технологии, все это только на русском языке. Поэтому и вот это вот и наших башкир снова, если начнется, не дай бог, война со странами Балтии, а это значит со всей НАТО, то наших башкир опять погонят умирать и убивать чужих для них людей только за то, что те любят свой родной язык. В то же время, как у нас башкирский язык уничтожается. Вот это больше всего, конечно, бесит прям просто. Да, это именно так. И заметьте, нигде в мире, да, нет такой проблемы, кроме у русских.
Их только ущемляют, их язык ущемляют, их там, ну, нигде в мире нету такого. Ни один народ там, еще Венгрия, оказывается, есть при Орбане, которых ущемляют язык в Украине. Поэтому Ну, это как какая-то болезнь кстати, у... они сами своими действиями, вот эта вот власть, она делает все, чтобы русский язык терял сферы влияния вообще в мире. И я напомню, Да-да-да. что если пик распространения русского языка был в 90-м году, вот на момент развала России, там, вот, тогда русский язык, это был СССР, во-первых, русский язык все знали, ну, практически мало кто были в Советском Союзе люди, которые, по крайней мере, хотя бы не понимали таких, по крайней мере, понимали, точно все были, а разговаривало тоже большинство. Плюс в странах Восточной Европы везде преподавался русский язык как предмет. И поляки многие, и чехи и так далее, все знали русский язык, ну или, по крайней мере, с ним были знакомы. И тогда, если не ошибаюсь, что-то около 350 миллионов человек владело русским языком. На сегодняшний момент осталось что-то около 200 миллионов. 200, Тоже 220. немало. Ну, немало, согласен, но все равно за 35 лет больше 100 миллионов просто исчезло. А почему? Вот эта политика. Украинцы все разговаривали на русском языке. Ты была в Украине, я был в Украине. Там к русскому языку, в принципе, нормально относились всегда. Но после начала полномасштабной войны, как я смотрел одного украинского деятеля, который любит спорить в чате GPT, чат рулетки, он сказал, мы, говорит, заснули, говорит, 21 говорит, февраля, а проснулись 22 лютого. Вот. Лютого это у них февраль переводится. И после этого, говорит, мы перестали разговаривать на русском языке. То есть Россия своими действиями сама уничтожает свой же собственный язык. Дальше, смотри, я, Айгуль, хотел перейти, вот спросить тебя следующее. Как вот на сегодняшний момент, как я сказал, вот молодежь, она говорит о проблемах. Как-то через свои... Вот я тоже считаю, что на сегодняшний момент башкирский язык, он живой только за счет энтузиастов. Только за счет энтузиастов, которые сами, вкладывая свое личное время, свои личные деньги, сбережения, как-то пытаются развивать язык. Вот даже вот эти же самые колонки Хомай, да, то есть это же все тоже было частная инициатива. Люди сами просто проявили желание, создали эти колонки, а потом только, когда увидели, на что они способны, эти колонки, уже государство начало там их там спонсировать, там распространять и так далее, и так далее. То есть, но я что заметил, вот если буквально еще, как я сказал, там в 2017 году, это когда был пик противостояния насчет языков, и тогда интеллигенция, общественность выступала против, там как-то об этом говорили, создавались родительские комитеты какие-то там в чатах, в школах, объединялись как-то, какие-то там флешмобы проводились. Сегодня этого нету. Ну, вроде бы тема не запрещенная, но этого нету, и интеллигенция молчит. Почему молчит, на твой взгляд? Как ты думаешь? С чем это связано? Во-первых, я думаю, их всех напугали. Мы же видели, когда уважаемый профессор, да, Фаниль Кузбеков и уважаемый танцор, великолепный Рив Габитов. Риф Габитов, они выступили, когда в защиту баймакских парней и особенно погибшего, невинно погибшего Рифата Дима, Давлетова. Рифата Рифат, Давлетова. да, Рифат, какой на обозрение показали, вот, всем показали, как власть относится к этим уважаемым людям. А мы не знаем, что было потом. Может, их тоже напугали. Может, уже прошлись по всем профессорам, которые могли бы что-то сказать, весомое свое слово. Может, они уже прошлись, эти органисты, как называемые, чтобы они не вякали. Чекисты. Да, чекисты, да.
чтобы они не вякали, чтобы не потерять работу, чтобы дети их не потеряли работу. У нас же любят давить именно вот на родственников еще, чтобы напугать меня, там, поехать к моей маме, откуда я уже уехала в 14-летнем возрасте. Вот это же попытка напугать тоже моих родственников, чтобы они давили на меня. Они умеют вот это вот пользоваться. Я думаю, что это так. Я не думаю, что эти профессора просто теперь уже на пенсии, они просто махнули рукой, типа, будь что будет, хоть гори синим пламенем. Я не думаю. Я думаю, их с ними проработали, поговорили. Ну, Насчет... со всеми же невозможно поговорить. Ну, помимо профессоров, есть, я не знаю, там какие-то там музыканты, есть писатели, есть поэты, есть художники, есть режиссеры, там, интеллигенции различные, врачи известные, ну, Все учителя. боятся, все боятся. Я считаю, что все боятся просто что-либо говорить. Иначе, да, действительно сказали бы, но попытки же были, там некоторые люди выступали во время, в 17 году, вот после того, Ну, как... вот это был последний случай, как я говорю, вот тогда, когда Да. еще кто-то что-то мог говорить. Я помню, когда на митинг нам защиту башкирского языка тогда приехали учителя, к нам пришли ведущие с БСТ, то есть режиссеры, ну кого только не было, то есть интеллигенция, вся башкирская интеллигенция пришла практически. А сегодня, ну, или все смирились с тем, что все, язык не спасти, и как, ну, как так вообще? Я странно все это наблюдаю. Я вижу, что бьется только молодежь со своими вот этими низовыми инициативами, какие-то вот рилсы снимают, там ритаим проводят на башкирском языке, говорят о башкирском языке как о проблеме. Но я не слышу, чтобы кто-то известный какой-то заслуженный учитель, там, профессор тот же самый, там, какой-то режиссер, какой-нибудь художница, чтобы они что-то об этом говорили. Ноль, ноль абсолютно. Меня вот это поражает и удивляет. Либо люди смирились с тем, что язык не спасти, либо боятся действительно. И то, и другое может быть тоже, Руслан, не забывай, что люди смирились. Например, некоторые мои родственники тоже говорят, мне в лицо говорят, что ты прям носишься, как курица с золотым яйцом и с этим языком. Кому он нужен? Типа, вот ты в Америке, он тебе нужен, что ли? Ну, вот такие вот разговоры я слышу от своих родственников даже. Поэтому кто-то продался к ну, власти, чтобы сохранить свое теплое место или теплое место своих там детей, а кто-то действительно смирился, ну, сколько можно, типа. Но говорит ли это о том, смотри, что вот мы боремся за независимость Башкортостана. Мы прекрасно понимаем, что башкирский язык спасти можно только при независимом Башкортостане. А вообще, Да. можно ли его спасти? Вот даже представим, что вот условно через 5 лет Башкортостан, путинский режим рухнет, Башкортостан получит независимость, и мы начнем как-то пытаться вновь восстанавливать свой башкирский язык. Можно ли его восстановить? Или все уже? Но видишь ли, евреи в Израиле восстановили несуществующий язык. Было бы желание и политика столицы своей, понимаешь? Можно. Смотри, я считаю, что все народы, вот они свой имеют определенный характер. Вот есть же, да, вот такое понятие, что у каждого народа есть свой характер. Кто какие-то там взрывные, там гордые, горячие, какие-то тихие, спокойные, там какие-то более умные, там какие-то менее умные народы. Ну, что говорить, ну, Ну, действительно. нельзя так говорить, Ну, Руслан. это Нет, так, ну, это так, это так. Ну, что я не поделаешь? согласна. Ну, я, допустим, считаю, что японский народ, вот это, он намного умнее, ну, условно, там, я не знаю, русского народа. Умнее, как бы Это то оно ни зависит было. от образовательной системы, опять-таки. Ну, Значит, мы знаем, что в Японии школы, садики как работают, да? ну, Вот, ну, да, да, нет, я же ребенок, не говорю, что это как бы он с рождения стал умным. То есть в результате каких-то мер, там, образовательных мер, на сегодняшний момент вот этот японский народ достиг того уровня, что он умнее.
Но когда нам говорили, что советская система там, образования самая там, лучшая в мире была, ну, мы помним после развала Советского Союза, как они сидели перед банками, перед телевизорами там, и заговаривали эту воду перед Чумака, там, Кашпировского и так далее. Я помню вот этот бум НЛО. Там в каждой газете про инопланетян люди верили, какие-то секты появились, там ходили, там Мария Деви Христос, там конец света скоро, там весь этот бред, он свалился на голову, и люди, у которых было лучшее образование, как бы все в раз сошли с ума. Верили там в сионистские заговоры, там, и чего только не было, там, мировое правительство. Да, И до сих пор да, да. верят, кстати. Золотой миллиард. Да, да. И вот я говорю, что вот ты говоришь, что евреи смогли восстановить свой язык с помощью силы воли, политики государства целенаправленной. Я считаю, что политика государства, хоть и даже если и будет, но есть ли сила воли у башкирского народа? Готов ли он вот настолько вот он вцепиться? То есть это же нужно просто отказаться. В один момент нужно отказаться от своего привычного русского языка и сознательно говорить дома, на улице, покупая хлеб, оплачивая там, я не знаю, какие-то коммунальные услуги, приходя на прием к врачу, сознательно разговаривать на башкирском языке, когда ты уже привык все это говорить на русском. Ну, можно перевоспитать, Руслан. Я уверена, что если у нас будет своя концепция, да, башкирского народа, и каждый, считающий себя башкортом человек, будет читать, вникать и использовать в своей жизни эту концепцию, мне кажется, мы сможем за одно поколение уже вырастить новых башкортов. Почему я не теряю надежды? Знаешь ведь, да, что вот наш народ героический такой вот, все на войне служили, да, ну, на войне были, да, получается, они военные были, наши народы, на конях, с саблей, всегда воевали против, и всегда воевали против царской России, поэтому мы не можем говорить, что у нас духа не хватит, духа как раз-таки хватит. Так может А быть духа вот хватает только вот подняться временно, как на Куштау, как во время баймакских событий, там, помахать саблей, а потом все. и опять успокоились, да? Да, да. Может, ну, вот такую концепцию надо делать для женщин, чтобы вот женщины могли образовать своих детей, чтобы вот именно образование со стороны женщины было. Ну, тех же евреев, например. Потом еще вот видишь, на днях я сидела и разговаривала тоже, как нам сделать нашу нацию, как у евреев. Вот. Мы знаем столько книг у евреев, да, там писателей, мы практически всех знаем. Там, и читали, обсуждали вот эти книги. А если писатели башкирские, вот если мы башкиры, да, допустим, если мы все читали их книги, вот только из-за того, что это башкорт написал. Или сегодня я часто замечаю, что бы ни случилось в мире, да, по любому поводу один еврейский журналист берет интервью у второго еврея эксперта. Поэтому они вот затаскивают за собой только евреев, получается. Как бы научиться нам вот этому, чтобы мы экспертами звали своих башкортов? Мы читали башкирские книги, мы слушали башкирскую музыку, мы смотрели башкирские фильмы и говорили об этом много-много-много, чтобы хотя бы вот башкиры знали об этом. Как-то вот надо вот этим тоже попробовать работать. Не звать экспертом там, ну, Максима Каца, грубо говоря, да. Хотя бы попробовать там, не знаю, кого. У нас мало кто, конечно, но у Но нас мы есть свои. маленькая нация. Тот же Руслан Сулейманов, вот он, что не может по экономике быть экспертом, получается, надо своих за собой таскать, я имею в виду, а Согласен. не распространять чужое мнение, получается. Своим Согласен, давать да. дорогу. Ну, вообще, то, что мы уже сейчас делаем, как бы, да, это, наверное, очень много, я считаю. И
даже вот не входящие в комитет есть башкиры, которые тоже на своих направлениях какую-то ведут деятельность. Тот же самый Алтынай Валитов, тот же самый Азамат Байрасов. Вот это вот сейчас появилась девушка из Баймакского района Илюза, Ишмухаметова, по-моему, фамилия у нее, которые тоже как бы ведут, ну, продвигают тему о башкирах и так далее. Что башкиры не такие глупые народ, что они могут разговаривать на различные темы, они могут работать в ООН и так далее. И это прекрасно. Я вот еще раз хочу сказать, что вот та передача Ильсы Гайса, которая есть у нас, ее нету ни у одного народа, ни у чеченцев, ни у татар, которых почти 5 миллионов населения, численность, если не больше. У них, да, нету такого. У нас есть. То есть ни у бурят, ни у калмыков, ни у тувинцев, ни у кого нету. У башкир есть. И это многого стоит. В то же время, вот я в своей книге «Путь к свободе», у меня целая глава есть про башкирский язык. Я там как раз описываю, что на сегодняшний момент действительно нашему башкирскому языку осталось, вот если будет та же самая политика, которая сейчас идет, ему осталось максимум от 30 до 50 лет. Все. Он дальше умрет полностью, и его нужно будет действительно только, как говорит Азамат Нокта, восстанавливать через вот силу духа уже, вот целенаправленную политику, то есть заново обучая детей, начиная с детского сада, то есть все полностью. Он уже будет прекращен даже в быту, это башкирский язык, если это будет эта политика. Если же мы успеем в ближайшие там 5-10 лет обрести независимость, то тоже предстоит огромная работа. И я там пишу о том, что русский язык еще нужно будет оставлять нам на какое-то долгое время. Вот я там пишу о том, что со мной многие спорят, говорят, что русский язык не надо оставлять, сразу нужно переходить на башкирский язык всему. А я говорю о том, что как бы на 30 лет надо оставить русский язык, потому что невозможно сразу перевести все на башкирский язык, все сферы деятельности, жизнедеятельности нашей республики. Ты как считаешь, вот как человек, Я филолог? абсолютно согласна с тобой. Я прочитала книги. э, я тебе перед началом интервью сказала, уже читаю и понимаю, что это вообще-то мои мысли. Ты описываешь в своей Я книге. много что брал у других людей. Вообще вот эта книга, это такое, знаешь, собрание моих мыслей, опыта, общения с другими людьми, сам переосмысление каких-то многих тем. Это вот такое, скажем, итог. Мгм. Да, я абсолютно согласна всем, что ты написал. Да, мы не сможем сразу убрать русский язык, да, надо будет какое-то время его сохранить для даже для делопроизводства, может быть, в самом начале, когда другие народы, проживающие у нас в республике, смогли с нами общаться, да, они же и сразу не будут знать башкирский. Там, если через 20-30 лет первое поколение, которое вырастает там в сфере своего языка и башкирского языка, как, допустим, как в Литве, да, с знанием литовского и своего там родного языка, мы сможем потихонечку отказываться уже от русского языка. Кстати, нам надо изучать, как это происходило в балтийских странах, как это происходило, допустим, в Узбекистане или в Азербайджане, как они вот потихонечку отходили. Особенно вот Балтийские республики и Азербайджан мне очень интересно. Я думаю, что нам больше подойдет, наверное, опыт Казахстана, потому что, ну, все-таки и в Балтийских странах, и в Азербайджане, и в Грузии, там население, коренное население было больше 70% везде. А в Казахстане на момент объявления независимости их было 39%. Ну, чуть побольше, чем наш сейчас. Угу. Вот и сейчас они постепенно все у них переходит на казахский язык. Вот мне кажется, вот этот опыт нужно изучать. Мало того, казахские наши братья, я писал об этом тоже у себя на канале. Я смотрел интервью такого эксперта, тюрколога Тимура Козырева. Он работает в Национальной академии, Национальной тюркской академии Казахстана, экспертом, научным сотрудником.
Вот. Он сказал о том, что они сейчас ведут работу по созданию словарей, тематических словарей на 9 тюркских языках. То есть они там выпустили уже, по-моему, что-то около 5 или 4 томов, тематический словарь по медицине, по военному делу, по экономике и еще там какие-то, сейчас не вспомню. 9 языков. Я у него спросил, какие 9 языков тюркских, там, на каких 9 языках изданы. Он сказал, что там есть, перечислил, в том числе и башкирский. То есть за нас наши братья сейчас сохраняют наш язык, и когда люди говорят, что мы не сможем там защитить докторскую диссертацию на медицинскую тему там, на башкирском языке, сможем. Уже есть для этого тематические словари, даже военные, когда будет армия своя. Поэтому, Аллах берегая, все у нас будет. Вот. Айгуль, Да. и все же вот башкирский язык, на твой взгляд, вот русские очень сильно боятся. Со мной очень часто спорят, которые не хотят независимости, и основная их боязнь в том, даже не в экономике, что мы там упадем провалимся там в экономическом плане, там, что мы начнем хуже жить и так далее. Даже этого они не боятся, потому что они понимают, что сейчас жизнь становится и так все хуже и хуже, и никакого просвета вот с этим режимом нету. Так, по крайней мере, можно будет попытаться все вместе, дружно поднять экономику нашей республики. Но все они против вообще того, чтобы башкирский язык, изучать башкирский язык как единственный государственный язык. Я им объясняю, я говорю, смотрите, вам вообще не надо будет его изучать. Вы взрослые люди, вы как говорили на русском языке, так и умрете, до старости лет будете жить, разговаривая на русском языке. 30 лет это вам фора, то есть, да, вы можете, если хотите, конечно, там изучить до уровня там хотя бы А2, там, да, чтобы могли элементарно купить хлеб в магазине на башкирском языке. Понимаете? Нет, так ну как бы с вами перейдут на русском языке, как это происходит в странах Балтии, вот в Литве. Я прихожу, пытаюсь на литовском усовершенствовать какой-то свой разговорный уровень литовского языка, там купить хлеб, они слышат, ну, видать, у тех, кто владеет русским языком, есть свой акцент, они, наверное, сразу понимают, сразу переходят автоматически со мной на русский язык. То есть никто там, нету такого, что там, как при Советском Союзе раньше отворачивались и не разговаривали, если ты с ними разговариваешь на русском языке. Нет такого. Вот. Поэтому, но почему боятся русские? Айгуль. Я не знаю. Причем это же не только в странах бывшего СССР, да. Вот когда нахлынули русские туристы в Турцию и в Египет, ну, люди каждый год ездят в Турцию, например, да. Причем на 2 недели, на 10 дней. За это время можно уж элементарные вещи выучить. Вместо этого турки начали разговаривать, они выучили русский и начали с этими туристами разговаривать на русском языке, ломаном русском. Вот, это проблема, мне кажется, только вот этих шовинистов русских, а других русских я мало кого знаю. У них только проблемы с языком. В мире многие люди знают по несколько языков, и никогда не создается проблема из-за этого, да. Мы своего ребенка, кроме башкирского, английского, отдали специально с киндергардена в испанскую школу. Она изначально изучала испанский и теперь продолжает. У нее вот третий язык идет как испанский. Теперь она решила изучать корейский, изучает самостоятельно, летом поедет в корейский лагерь. Ну, если ребенку интересно изучение языка, почему не поощрять? Поэтому я никогда не понимала у русских людях вот это чувство «не буду я говорить на вашем языке», там, «не говорите на вашем языке», нигде в мире так не говорят. Там, в моем присутствии не говори на своем языке, нигде. В Америке я сколько лет живу, никогда не слышала. Поэтому, я не знаю, у них это комплекс, мне кажется, неправильная челюсть, не знаю, лишняя хромосома, какие-то еще можно придумать отмазки. Не знаю. Надо просто успокоить их и сказать, что вот вы взрослые люди, вы не будете учить башкирский язык.
Только если вы пойдете на государственную службу или на службы, которые ну, будут работать с людьми непосредственно. И то как бы там пока еще первые 30 лет будет допускаться как русский язык, как общий такой язык, межнациональный язык. Но ваши дети, которые учатся в школах, постепенно будут переходить на башкирский язык. Те, кто сейчас уже там учится в старших классах, ну, возможно, появится там у них там только изучение башкирского языка, как это было при Рахимове. И вот ну, последнее время там, да, пока не запретили его. Ничего страшного, что если они будут знать башкирскую культуру, башкирскую историю, башкирский язык на каком-то элементарном уровне. В этом я не вижу ничего страшного. Ваши маленькие дети, они с детства как губка будут впитывать в детских садах башкирский язык, потом в начальных классах в школе, и уже будут в совершенстве разговаривать. Башкирский язык — это Эстония возьмем. Население Эстонии 1 300 000. Самих эстонцев там 900 000. Меньше, чем башкир в Башкортостане. Но там, в Эстонии, все на эстонском языке. Все. И дети учат весь эстонский язык. И элементарно подходишь к автомату, чтобы купить кофе, он тебе говорит на эстонском языке. Компьютерное программирование на заводах, на фабриках, все на эстонском языке. Приходишь к врачу получать лечение, на эстонском языке тебе говорят. И ничего, и как-то все нормально, и маленькие 900 000 народов, у которых нету родственных таких народов. Ну, есть, но это отдаленные родственные финно-угорские народы, у которых не такое близкое У нас же татары рядом, 5 миллионов татар. И мы совершенствуем друг друга. Мы можем вот образовать языковую среду от Хайбулинского района, заканчивая там Зеленодольским районом Татарстана, Да. где мы можем разговаривать, не переходя на русский язык друг с другом. Шувавит. Да, не надо забывать еще и чуваши, да, они чуть-чуть подальше и по языковому от нас, но все-таки это ближайший тюркский народ нам. Плюс на юге Поэтому, казахи, а там дальше узбеки и кыргызы, да, с которыми человек, который в совершенстве владеет башкирским языком, он очень быстро поймет казахский язык, узбекский язык, кыргызский язык. И даже ну я тоже, я всегда так считала, что знать любой другой язык, тем более если можешь пользоваться этим языком, это большое благо, поэтому я даже какое-то время обижалась на нашу систему образования, когда я вот училась, да, нам русский начали давать со 2 класса, когда мы уже алфавит прошли на башкирском языке, а русский алфавит мы уже не проходили как башкирский. Я думала, что слишком поздно, а потом эта среда, которая нам не давала ну, мультики раз в неделю, да, ничего интересного нету. Книжки читать, там маленькие, когда всю библиотеку детскую прочитала, а дальше мама выписывала журналы московские, эти веселые картинки, «Пионерская правда» попозже. Нужно было, интересно было знать этот язык, потому что, не знаю, билингвал это, из-за того, что билингвал, я, может, по-другому, может, просто интересно было, но мне не было интересно. И я считала, что поздно начали мы учить русский. Нам надо было побольше давать пораньше, когда с детского возраста. Но когда мы вырастали, у нас в деревне никто не говорил по-русски, тоже не надо забывать. Мы все делали на башкирском языке. Это сейчас уже тяжело, обилие интернета, обилие телевидения на русском языке. В деревнях действительно дети разговаривают очень хорошо, на хорошем уровне на русском языке. К сожалению, теперь. на этом, наверное, закончим, Айгуль. Все-таки, ну, вот последнее твое слово как гостя. Скажи нашим башкирам, тем, которые переживают за башкирский язык, или те, которые махнули рукой на башкирский язык уже. Ну и нашим врагам тоже, кто хочет утопить башкирский язык.
Нет, мы не дадим утопить. Есть пока молодежь, есть пока инициативы, да, в сохранении языка. Язык наш сохранится, но если даже вы не инициатор, вы должны поддерживать вот этих инициаторов. Пусть те люди, которые выкладывают книги, башкирские книги в интернете, вы должны идти туда, смотреть, читать, чтобы у них было посещение, да. Я не знаю, вот Гумай, как Руслан сказал, колонка Гумай, я завидую тем, у кого есть это, у кого работает, кто пользуется, да. На самом деле за рубежом это было бы по-другому. Это не государство взяло бы в свои руки. Таким образом, многие начинали как стартап. Другие люди, кто побогаче, кто хочет вкладываться в этот стартап деньги, они приходят обычно, деньги дают на дальнейшую разработку и имеют какую-то часть акций от этого предприятия. Таким образом делается бизнес, частный бизнес. Когда государство лезет, иногда это не всегда хорошо, не всегда хорошо в стартапах. Я не такой пессимист, что наш язык умрет. Пока мы живы, пока мы разговариваем со своими детьми, пока мы слушаем свои песни, пока мы читаем книги, газеты, журналы, мы еще сохраняемся. Поэтому вся надежда на молодых, которые действительно сейчас проделывают большую полезную работу для целого народа. Ну, ну и пожелаем успеха в том, чтобы быстрее рухнул этот путинский режим. Пожелаем Амин, успеха. амин. Они очень успешно идут в этом направлении. Пусть идут, не надо мешать. Да, и чем быстрее рухнет режим этот, тем быстрее у нас появится шанс обрести независимость. Да. На этом Амин. будем прощаться. Хау было, хурматли миллеттештер. Услышим. Хавлыгы.